Доброе утро, дорогие первоклассники! Здравствуйте, уважаемые родители! Мы начинаем новую учебную неделю. Приветствуем всех, кто присоединился к нашим урокам. Первым уроком сегодня состоится урок литературного чтения. Его проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами работает переводчик русского жестового языка Кира Валерьевна. Я приглашаю вас на увлекательный урок чтения. И хочу познакомить вас с замечательным автором детских книжек Ириной Петровной Токмаковой. Это удивительный человек. Первое свое произведение Ирина Петровна написала уже в 12 лет. Будучи ученицей, она блестяще освоила все предметы, и по окончании школы ей была вручена золотая медаль. Блестяще удалось закончить Ирине Петровне и Московский государственный университет. Позже Ирина Петровна поступает в аспирантуру и начинает работать переводчицей. Ее очень интересует вопрос, какие же книги читают дети в разных странах. Ирина Петровна рассказывала детям о том, что знала, и о том, что думала. Я приглашаю вас к чтению. Откройте замечательные учебники литературного чтения. Сегодня мы читаем стихотворение Ирины Токмаковой «Купите собаку». Ни верблюда, ни корову, ни бизона, ни коня. Я прошу вас, чтоб щеночка вы купили для меня. Песик, хвост 4 лапки, много места не займет. Он не слон и не горилла, не кабан, не бегемот. Въедет в новую квартиру, будет тоже новосел. Он не волк и не лисица, не медведь и не осел. Песик съест совсем немного, в кухне косточку сгрызет. Он не рысь, не лев, не пума, не медведь, не кошелот. Имя я щенку придумал, я его видал во сне. Я мечтаю, вот бы завтра мой щенок пришел ко мне. Ребят, вам понравилось стихотворение? Какая замечательная мечта была у мальчика. Я предлагаю вам ответить на вопросы и выполнить задание. А пока вы будете искать ответы на вопросы, я прочту это стихотворение еще раз. Внимательно посмотрите на экран, ответьте на вопросы. Купите собаку. Ирина Токмакова. Ни верблюда, ни корову, ни бизона, ни коня. Я прошу вас, чтоб щеночка вы купили для меня. Песик, хвост, 4 лапки, много места не займет. Он не слон и не горилла, ни кабан, ни бегемот. Въедет в новую квартиру, будет тоже новосел. Он не волк и не лисица, не медведь и не осел. Песик съест совсем немного, в кухне косточку сгрызет. Он не рысь, не лев, не пума, не медведь, не кошелот. Имя я щенку придумал, я его видал во сне. Я мечтаю, вот бы завтра мой щенок пришел ко мне. Ну что ж, давайте отвечать на вопросы. От чьего имени написано стихотворение? От имени мальчика.
О чем мечтает малыш? Он мечтает, чтобы ему купили щенка. Как малыш убеждает своих родителей купить ему собаку? Вспомните эти слова в тексте. Конечно, щенок не займет много места, ест совсем немного, не является хищным зверем лесным. Дорогие ребята, давайте вместе найдем в тексте ответ на следующий вопрос. С какими животными мальчик сравнивает щенка? Ни верблюда, ни корову, ни бизона, ни коня. Он не слон и не горилла, ни кабан, ни бегемот. Он не волк и не лисица, ни медведь и не осел. Он не рысь, не лев, не пума, не медведь, не кашалот. С какой интонацией надо читать эти строки? Конечно, интонация перечисления. Прочтите стихотворение выразительно, соблюдая знаки препинания. Передайте при чтении желание мальчика иметь щенка. А для того, чтобы вам было проще, слова, которые мы будем выделять голосом, в тексте подчеркнуты. Итак, дорогие ребята, давайте вместе прочитаем это замечательное стихотворение. «Купите собаку» Ирина Токмакова. Ни верблюда, ни корову, ни бизона, ни коня. Я прошу вас, чтоб щеночка вы купили для меня. Песик, хвост, 4 лапки, много места не займет. Он не слон и не горилла, ни кабан, ни бегемот. Въедет в новую квартиру, будет тоже новосел. Он не волк и не лисица, не медведь и не осел. Песик съест совсем немного, в кухне косточку сгрызет. Он не рысь, не лев, не пума, не медведь, не кашалот. Имя я щенку придумал, я его видал во сне. Я мечтаю, вот бы завтра мой щенок пришел ко мне. Дорогие ребята, мы с вами прочитали стихотворение
Еще раз, мне бы хотелось задать вам вопрос. Можете ли вы описать, как выглядит щенок, о котором мечтает герой стихотворения? Действительно, этих слов в тексте нет. Для мальчика, наверное, не очень важно, как выглядит его щенок. Главное, чтобы сбылась мечта, и ему купили щенка, который станет его другом. У некоторых из вас, возможно, уже есть домашние животные. Давайте попробуем выполнить творческое задание. Составьте рассказ о своем любимце. Я прошу вас описать, как же выглядит ваш домашний питомец. И обязательно расскажите о его характере. Отметьте в своем рассказе, что вас привлекает в вашем питомце. Внешний вид, повадки, привязанность, ум, сообразительность, способность защитить. Подумайте, как вы начнете свой рассказ. Попросите взрослых помочь записать ваш рассказ в рабочую тетрадь. А теперь, дорогие друзья, давайте подумаем, чем же могла закончиться история нашего героя.
купили ли ему собаку. У Ирины Токмаковой есть замечательное стихотворение, которое, мне кажется, будет замечательным продолжением стихотворения «Купите собаку». Давайте с ним познакомимся. Попробуем читать его очень эмоционально, выразительно. Подарили собаку. Нет, не просто говорили, в самом деле подарили, в день рождения подарили очень славного щенка. Он малюсенький пока, от него такой лесной, теплый-теплый запах. Он идет смешной-смешной, путается в лапах. Подрастет щеночек мой, он поправдошней, живой. Вот сколько радости доставило ребенку общение с маленьким щенком. Но общение с животными – это не только радость и игра, это еще, друзья мои, большая ответственность. Прозвенел звонок. Следующий урок – урок русского языка. Не опаздывайте. Заранее приготовьте тетрадь и пенал.